обычной жизни такого себе не позволишь, а вот в игре пожалуйста. Сегодня в ДК Ленина гуляют волшебники, эльфы и персонажи из Средневековья. Удалось увидеть и скандинавского наемника. Василий Зубенко приехал в таком образе из Йошкар-Олы. Костюм сшитый полностью по историческим находкам, которые были найдены на раскопках. Полностью все сшито вручную, сделано, кроме отдельных деталей. Например, меч, он ролевой. Традиционно фестиваль разделен на несколько тематических площадок. Например, в этом зале любой желающий может поиграть в хорошо известные и абсолютно новые настольные игры. Здравствуйте. Здравствуйте. Эта игра называется «Покорение Марса». Каждый игрок выступает за корпорацию, которые состязаются в покорении Красной планеты. А в соседнем зале соревнуются в фехтовании. С этого года турнир получил статус официального и проходит в качестве открытого Кубка Татарстана. Занимаемся фехтованием на различном оружии до эпохи Ренессанса, эпохи Ренессанса. То есть там есть меч-баклер. Номинация, которая сейчас проходит, это фехтование 13 века, когда был написан первый трактат. Кажется, умение перевоплощаться в любых героев у них в крови. Создать другую реальность приехали сотни участников. За 29 лет Зеландкон обрел всероссийский масштаб. Ролевое движение огромно, настолько огромно, что оно переходит, уже давно перешло границу субкультуры, потому что сейчас элементы ролевой игры вообще должны быть в образовании. Это общение, это знакомство, я бы сказала, это какая-то своя большая семья. Когда ты через год приезжаешь в ДК Ленина, и ты видишь уже знакомых людей, ты даже не помнишь, как их зовут, но это очень здорово. Дух толкинистики, фантастики и ролевых игр будет витать в воздухе до 4 ноября. Рамиль Галиуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.